Ну что, давайте смотрите. Якутск. Сегодня у нас 19-е, да? Вчера 18 было ноября. Посплю немножко. Конец рабочего дня. Улица Алинского. Так, где-то я упакуюсь. Надену капюшон. Сегодня минус 30. Видите, туманчик уже. Туманчик. Чем холоднее, тем сильнее туманчик у нас. Понимаете, да? За 40 уже будет, когда тогда туманчик уже будет покруче. А туманчик от чего? От того, что вот как бы пойма реки, много машин, транспорта, зданий всяких, которые тепло вырабатывают. И вот это все сгущается, оно как бы и получается у нас туман. Чем ниже температура, тем в Якутске гуще туман. Так, ну что, вот, короче говоря, давайте пройдем сейчас вон в ту сторону, я думаю, погулять, посмотреть, что тут. Напротив Apple Diamond бриллианты. Вот кому хочется подарок с бриллиантами сделать, вот здесь можно. С этой стороны здесь строится уже который год. Не могут ввести в эксплуатацию 1000 мелочей. А вот там чуть дальше автовокзал у нас, вот через дорогу. Вот там светится экран большой. Вот его что-то никак не могут ввести в эксплуатацию уже сколько времени. Я не знаю, лет 6 или больше даже уже. Вот в таком виде он стоит. Что они там поделить не могут, я не знаю. Так, спускаемся. Вот такая у нас лестница. Тут коврик. Какая-то пленка наклеена или что там, ковровая дорожка типа. Заходил я сейчас в офис вот сюда вот МТС, короче. Вчера там тариф у них один брал, короче, в этом МТС. И они мне подсунули бесплатную симку, типа бесплатная она. Ну вообще бесплатная, там 100 рублей даже типа. Ну, интересно так, этот человек, который нас обслуживал, он типа, ну бесплатно, что берите же, а типа того, берите. Там же сразу активировал ее, на телефон вставил, там какой-то совсем простой, активировал. Ну, бесплатно, да что, ну, может пригодится, не знаю. Короче, пришел там уже когда домой, посмотрел в личном кабинете. За этот тариф бесплатный 13 рублей в сутки снимается. А на счету 100 рублей. Зашибись. Зачем он мне нужен? Халява этой. Еще называется... Как он? Мой друг, что ли? Вот так вот, таким образом. То есть ты там, тебе дают, ты другу подарил. Такую подлянку ему сделал. А там всего получается 7 гигабайт. Ну, объем трафика 7 гигабайт в месяц дается. Ну, сколько-то там минут разговоров тоже, как бы, да. И все это стоит 390 рублей. Вообще 400 рублей. Да нафиг он нужен? Если за эти деньги можно, в принципе, ну, чуть 100 рублей у нас, и можно полный безлимит там иметь. В общем, мне вот это не понравилось, их не... Вот это вот, как акция или акция, что это они там делают таким образом. Симки подсовывают, которые потом тебя просто на деньги подсаживают. Ну, типа, не пользуешься, если ты ей, то типа она потом блокируется через какое-то время. Нафиг это не надо. Она просто не нужна. Так что вот, господа, дарен бесплатный сыр только в мышеловке, как оказалось у нас. Даже такие крутые фирмы, как вот вроде бы солидная фирма МТС, она вот такие штучки делает. Ну, как бы расторг договор, все нормально, без проблем. Какие-то трений не было. Хоть в этом-то положительная сторона. Поэтому, когда вы что-то вам предлагают какие-то акции, бесплатную халяву, да, внимательно ознакомливайтесь со всеми там
нюансами, подводными камнями, которые могут быть. Ух. Так, 2 лайчочка, спасибо. Там пишите, что. У меня перчатки, видно, да? Простые перчатки. Я вот когда ими по экрану тыкаю, ничего у меня не вылазит. Поэтому перчатки приходится вот так вот держать, одной рукой греть телефон, чтобы он не замерз на морозе. Я говорю, у нас сегодня минус 30. Реактив принт. Что там за фирма, не знаю. Так, вот зайдемте сюда. Здесь у нас Совкомбанк. Халва тоже, вот халва халявная, типа. Раздают у них это какие-то там без процентов, что-то у них там, какой-то кредит. Я, короче, не понял тоже. Вот такого ничего не бывает, естественно, халява-то. И бывает халявы на этом свете. Так, все пытаются денежку заработать каким-то образом. Даже солидные организации вроде бы. И то не гнушаются этим. О, какой большой автобус. Но это какой-то пригородный автобус. Вот такие вот большие автобусы. Это у нас ездят они в Жатай. Да уж, халявы теперь не бывает. Привет, Тима, как у вас холодно? В Москве минус 4. Да, у нас привет. А всем привет. О, велосипедист. Смотрите, велосипедист вон. Холодно. Даже в холод ездит. Видно его, нет? Он по центру. Надеюсь, связь хорошая здесь. Сейчас мы с вами зайдем тут. Вот тут торговый комплекс целый. Ну, этажи. Покровские ряды, так что ли называются. Сейчас зайдем, погреемся, посмотрим, что продают. Сюда вот. Всем привет. У нас уже туманчик, после мороза начинает образовываться. Ну, тут QR-кода не спрашивают, слава богу. Не так платить. Капюшон снять. Продают всякие посудку. Тут разные магазины. Какие-то слоны. Татуировки такие. Точно тату. Нату. Палочки такие. А, игра городки вот это. Слушайте, прикольно. Я помню, раньше играл в такие. Это можно самому, в принципе, напилить. Ну или вот такие взять. И на расстояние сбиваешь, короче. Ты их ставишь. Интересная штука. Шайбы даже вон 180 рублей хоккейные продаются. Угу. А сейчас играть на улице у нас это целое, конечно, сложно. Минус 30, минус 40, похолодание идет. Одежда какая-то. Вообще тихо, спокойно, не посетителей вообще нету никого. Танки какой-то. Магазин закрыт до осени. Представляете? Они даже свой этот товар не убрали. Этот закрылся из-за пандемии. Мало посетителей. Это пикпоинт. Точка выдачи здесь. Эти ящики здесь выдают, короче, посылку. Если заказываешь, можно здесь забрать свою посылку. Так, здесь выход есть. Так,
бусы, шмусы, украшения, всякие, ремонт ноутбуков. Ух ты, мастерская Джоуль. Гаджеты, товары для творчества. Дело. Всякие штуковины. Туда я не буду внутрь заходить. Очки, пожалуйста, очки, линзы. Купи очки тут. Вон их сколько там. Ладно. Проходим дальше. Ой, это что, тюль продает такой? Шторы, да? Целый шторный магазин. Угу. Так. У нас что, продуктовый, по-моему, магазин, да? Это что? Всякая фигня. А, вот там же и... Началка премиум. Так, есть продукты. Овощи. Бананы уже подгнили, черные лежат. Никто не покупает за такую цену. Они у них гниют. Так, продукты. Ну, ладно, выходим, короче, отсель. Так вот, сразу. Так, что достал-то, давайте я почитаю. Здесь в тамбуре можно нормально говорить. Привет, Тима, как у вас? Холодно, в Москве -4. Отлично, у нас -30. Привет, люблю море. Валентина Коваль, да уж халявы теперь не бывает, да. Здравствуйте, супер, у нас дождь. У нас туман, мороз, снег, лед. Такая новогодние ощущения уже, знаете, да? Похолодание, вот, ждем морозов под -50. Так, мне надо, прежде чем выйти, конечно, одеть себе перчатки. Я же не хочу пальцев лишиться, естественно. Остановка, вон там люди стоят, ждут автобуса. Сейчас конец рабочего дня, у нас уже 5-й час, естественно. Вот в ту сторону, если идти, вот в ту сторону по улице Аюрского, там будет студенческий городок. Давайте прогуляемся еще. Он у меня снимает. Так, здесь вот так вот постелена дорожка, естественно, чтобы не грохнуться, потому что плитка вот эта, которую ложат, она очень скользкая. На ней можно запросто улететь, сосчитать ребрами ступеньки. Вот, пожалуйста, автобус здесь. Какой-то люди туда залазят после работы. Вот вам показать, вот такая вот ситуация. Вон они там набиваются. Это 18-й автобус едет куда-то набитый. По маршруту можно посмотреть. Здесь магазинчик какой-то. Продукты питания. Магазин ферма. Ну это типа свои продукты, да? Фирма. Хотя они торгуют тут всякой, всем попало, по-моему. Так. Давайте еще вот туда вот пройдем, вот сюда вот. Это улица Петровского, кто знает. Вот это вот здесь Петровские ряды, целая сеть магазинов. Такое высокое здание, вот это вот стоит Деулена, ну это электротовары всякие, телевизоры, там холодильники. Одна из старейших фирм, которая вот работает до сих пор у нас в городе Деулена. Другие мелкие фирмы как бы позакрывались, а это работает. Алмаз-Эргенбанк, вот это вот, пожалуйста, местный банк пенсионеров, он обслуживает у нас в городе. Пенсию там выплачивают им через этот банк конкретно. Ну и давайте вот еще здесь пройдем. Здесь куча магазинов, короче, заодно
можно ходить. Я по улице-то долго не могу ходить, меня все стынет. Естественно, приходится. Так, что там такое? Что-то написано, скидки какие-то. Пижама. О, вход заблокирован. А что такое? Там QR-код, что ли? Блин. Требует почему-то один вход открытый. Только вон тот вход-выход. Наверное. Вот на санках уже, пожалуйста. Детей возят. Так вот. С садика, наверное, забрала его. И на санках уже. Вовсю на санках. У нас тут говорят такой, что на санках самое то. Все накатано, укатано машинами. Снегу нападало тоже много. Так, открыто. Строго. А что, предъявлять, что ли? Сейчас тогда придется мне предъявить. Если это действительно у них так. Есть, конечно. Где он сейчас? А что, вам показывать, да? Вот. Сейчас сканирую. Там нашли, да, кто будет? Ничего не обязательно. Работает? Ага, работает. Можно проходить. Спасибо. Ой, так, короче, QR-код. Но у меня на бумажке распечатано, я поэтому прошел. Здесь магазин. Ну, тут богаче. Смотрите, уже продают вот эти вот мишура, да? Мишура. Мишура. Так, а здесь еще у нас открытки. Где новогодние открытки есть здесь? Интересно. Что-то не вижу новогодних открыток. Совсем. Письмо Деду Морозу. 220 рублей. Хвост стоит. Ой. Ой. Так, здесь что? Так, для вышивания всякие наборы. А, вот понимаю, куда я зашел. Так, ладно. Ой, это что у них такое? Это, наверное, гелем заполняют шарики. Вот эти баллоны тут и стоят. Опасная штука, выглядит так. Ё-моё. Так, ладно. Магазин. Так, а здесь что у нас? Электроника всякая китайская. Монокуляр. Это что такое? Маски разные. Да, конечно, с 11 до 7. Да, для селфи. Сердечко. В глазах сердечко будет. Также мы после В зрачках отражаться. Так. Все понятно. Вот что такое у них тут накидано. Распродажа все. По 250. И что тут такое? 250. Блоки питания какие-то. Это что такое? 250. Повер спорт. Беспроводные наушники. Вот что такое. Приставка Долинк. А это что такое? 250. Ноутбук за 250 рублей. Представляете? Ну, не рабочий, естественно. Какие-то модемы. Это, наверное, все поломанное. Так думаю, что за штука такая. Планшет. Планшет за 250 рублей. Ну, какой толстый, это ужас. Наверное, еще и самый первый. Какой был. И что такое здесь?
стык. Не ловит. Ну, так не ловит, надо выкидывать. Они продают еще. Что такое? USB что-то такое. Ладненько. Понятно. Так, и здесь еще чехол для iPad. Ничего себе, какой чехол. Здоровый. Да. Даже ножницы можно здесь взять. Какие-то камеры. Батарейки. Ух, тут батарейки продают, смотрите. Маленькие вот такие для часов или другой техники. Вот для компьютера, ноутбука тоже подходят. Вот здесь вот это, по-моему, Триметрон магазин называется. Без маски запрещено. А, точно, Триметрон, да. Тут у них даже не влазят, все они здесь выставили. В коридоре всякое разное. Ой, полно как товара-то. Вообще обалдеть можно. Ты мало покупают, похоже у них. Только не знаю. Чего только нету. Один из таких продвинутых вот гаджетов, магазинчиков здесь. В Покровских рядах. Это что, конструкторы. Такие вот собрать модельку можно вот такую вот. Или такую. Сидней, да? Сидней. О, якутские сережки продаются. Фашн. Ну, в таком же стиле они сделаны, да? Что-то совсем дешевое. Браслет такой 220 рублей. Якутский браслет. Но он не из серебра, из какого-то металла, сплава сделан. Шоколад. А, здесь чай. Кофе продают, чай, кофе. Что такое? Черт Ройл. Тоже у них в коридоре тут все выставлено. Что-то всякое разное. О, здесь вот этот магазин, да? Тоже всякое продают, всякое бекое. Это что такое? Огнетушитель? Или типа огнетушителя? Изображение. А, это этот, господи. Графин типа огнетушителя. О, я вижу, елочки продаются. Елочки. А здесь что такое? Награда. Любимая жена. Смотрите, заслуженная награда, любимая жена. Потом вот такая королева какая-то с юбилеем 55 лет. Угу. Всякое разное. Так, елочки. Вот они, елочки у нас уже здесь. Это что, в продаже, да? Ну, как будто бы настоящая она. Смотрите. Как будто бы Китай. Что-то даже без этой, без проволоки. Есть проволока-то? Внутри должна быть, по идее. Что такая елка стоит? Вопрос. А, с шариками, бесценная. Тоже елка. Тоже вот такая вот. Ну, сейчас елки что-то вообще баснословные деньги стали стоить. Даже у китайцев на рынке то они много стоят. Дорого. Хотя это пластмасса. Да? Вот это прикольная, да? Такая, что у вас место есть в помещении. О, здесь был констовары, газеты, а сейчас тут что-то другое продают. А, это... Во, медтехника. Облучатель, рециркулятор для очистки воздуха. 7900. И вот такой рециркулятор воздуха очищать. Чтобы... А есть помощнее. 22 тысячи. Это на большое помещение. Еще лампы такие бактерицидные есть. Ой, ладно. Покажу я отсюда. О, брызгает. Руки чистить от этой, от бактерий.
Почему магазин? Посуду продают всякую. Посуду. Тарелки новогодние за 445 рублей. Куда ее на Новый год только взять и купить. Чем-то пахнет, но не спиртом. Это жидкость там какая-то непонятная. Так, что там попишите? Привет. Ага, привет. Дневник коренного крымчанина. Привет из Якутска. Привет, Алуште. Люблю море. Привет. Так, уже. Короче, гулянка у нас сегодня вечерняя. Зашел тут большой такой длинный магазин на первом этаже. Хожу, гуляю, разговариваю. Заодно тут по QR-коду вход. Проверяют. QR-код надо показать. Я показал, меня пустили. Сейчас скоро на улицу выйдем. Что тут еще есть? Я просто давно тут не ходил. Как бы уже 100 лет зашел посмотреть, что тут изменилось за эпоху пандемии химической. Ну, тут тоже гаджеты, очень популярные магазины. Хотя написано магазин для животных, товары для животных. А это с котами, с животными. Эти. На айфончик, да, какой-нибудь 11 айфон. Да. Так, а там что у нас такое? Парикмахерская. Стригут людей японских парикмахерских. Мистер Шкаф. А, это здесь вот. Он не работает. Что-то много не работает. Видите, что такое корейская косметика. So Young. Но это вообще мне не нужно, конечно. Корейская косметика. Так, выходим, короче, с этого помещения. Ничего интересного тут нету. Кроме парикмахерской для меня. Товары для животных. Фонари для охоты. Фонари для охоты. Что такое-то? Химчистка. Ой, что такое? Фирменный магазин Саламандр. Получается. А, привет. Я. Здорово, да. Я потом позвоните. Пока нормально, а? Че? Да? Потом поговорим. Так. Давайте выходим. А вот здесь вот новогодние те самые всякие штуковины, да, продаются. Угу. Сейчас заходим. Ой. Где проверяют QR-код. Телефон надо. Неудобно телефон вообще. Вот когда у вас есть QR-код на бумажке распечатанный, просто его показываете, ничего включать не надо. И все. Ну, там иногда паспорт требует, но не всегда. Так, мне надо перчатки одеть. Так, улица. Это, короче, Петровского, да, Петровского. Сейчас мы с вами в район. Перчатки-то я не одел, что убежал прямо. Извиняюсь. И вот смотрит. Веду стрим с Якутска. Минус у нас 30. Видите, туманчик. Туманчик. Пока снимает телефон. Пока снимает. Так. Туда вон, если идти, там будет проспект Ленина и, соответственно, театр оперы и балета. Там улицы реставрируются. Так, ну сейчас вот здесь вот, где мне перейти-то? Вот здесь, что ли? Я не пойму.
Нет, здесь нету перехода. Вон туда надо идти. Тут какая-то система хитрая. Вот здесь вот этот светофор. Я так его и не понял. Где мне перейти улицу? Ничего не пойму. Тут вообще перехода нету. Ё-моё. Тут вообще перехода нету, поэтому не перейдешь. Как неудобно сделать. Ух ты, это гурме бистро. О, смотрите, как оформили-то, а. Все сверкает, моргает. Так. Всем привет, а. Ну, я сейчас по Покровские ряды заходил. Тут еще куча всяких вот этих магазинов, гурме. Всякие разные. Одни магазины сейчас, понимаете. А кругом одни магазины. Были бы деньги, только ходить по ним. Так, и где я перейду? Я ничего не понимаю. Как они сделали вообще? Здесь улицу сделали они. Я вон хотел туда пройти, и нифига не могу пройти. Улицу и светофоры убрали. Здесь тоже нету. Переходы убрали. Ё-моё, это мне вот приходится сейчас вот туда куда-то идти, чтобы вот эту дорогу перейти. Да. Вообще что-то непонятное. С праздником. Ух ты, кого-то с праздником поздравляют уже. А тут что такое у нас? Это учебное заведение, что ли? Здоровые дети. Или здесь поликлиника была. По-моему, здесь была какая-то поликлиника детская. Потому что помню, мы ходили. Ух ты, какие здесь, смотрите, шикарные эти. Это что такое у нас? Штуковина. Смотрите, как... Блин, а куда я перчатку-то делаю, люди? Перчатку куда? А вот она у меня. Надо перчатку одеть. Смотрите, какая дорога ужасная. Вот так вот у нас все дороги от машин накатываются. И вот они потом такими буграми, видно, да? Вот так вот. Буграми все, буграми. Бугорки, да. Неудобно ходить по ним. Ну, как бы не скользко особо, да? Ты на них не подскользнешься, но они такие острые, короче. И это, когда наступаешь на них, не очень приятно. Короче, нога туда-сюда елозит у тебя. Такие, блин, да что такое? А, вот переход где. Все, я понял. Все, я понял. Вот он, куда его? На середину улицы. То есть рядом с перекрестком его нету. А вот здесь этого, сюда его поместили. Да. Ух ты, у нас какие уже светофоры совсем плоские что-то стали. Как доска. Первый раз такие вижу светофоры. Смотрите, он плоский. Стоим, ждем. Напротив вот это театр оперы и балета. Стоим, ждем, когда он засветится. Тут обычно вот это... А, кнопка. Ждите. Нажали, она горит. Ждем, когда переход. Вот все. Все, пошли. Зеленый свет для пешехода. Вот там машины, транспорт. Потихоньку останавливается. Так. Вот подходите, короче, когда хотите перейти, тут касаетесь просто этим, и он загорается, и вы можете переходить. Так, теперь в обратную сторону идти, что ли? Да, что-то как-то не так. Не так как-то. Раньше переход был там возле этого перекрестка. И просто переходил. Вот тоже, видали, да? Все тут в этих бугорках. Ой, как неудобно по этим буграм идти. Если бы вы знали. Ой, а что за пеньки тут такие? Пеньки какие-то. Это вот от старого какого-то дома, что ли? Или забор тут был деревянный когда-то. Похоже, да, вот эти палки, бревна торчат. Представляете, да? Эти бревна, их тут целая куча. Они даже вылазят, по-моему, оттуда. Их вечная мерзлота выдавливает. Ну, давление там получается. Как бы отморозка почвы. Весна. Ой, лето, зима, да, замерзает.
отмораживается. И вот эти бревна все, которые были под землей когда-то, их не видно было, вот они вылазят. Вот такие вот чудеса у нас вечной мерзлоты происходят. Чудеса. Так, давайте идем в сторону Якутского госуниверситета. Это Северо-Восточный федеральный университет. Давно я здесь не был. Сегодня пятница. Решил в конце как бы дня поснимать вам ситуацию. И тут машины сигают туда-сюда. Всякие, пока у меня телефон не замерз. Вот какие, видали, какие у нас тачки ездят? Вот такие вот. Куда-нибудь в район поехать, надо полноприводную машину крутую, чтобы проехать. Или УАЗик. Бездорожье по дороге-то никакие. В большинстве. Хотя и делают дороги. Вот тоже санки. Видали? Сколько это он там? Двоих везет. Двоих на санках везет. Двоих усадил и везет. Нормально. Хорошо, когда одного, они возраста дети или погодки, проще справляться. Так, вот этот перекресток, мы от него только ушли. Пришлось такую петлю делать. Смотрите, а тут-то перегородили уже, все строят. Вот этот был луг пустой здесь, короче, пустовал сколько времени он. И тут сейчас работы, я вижу, идут. Точно, его решили сделать какой-то грейдер или что там пытается. Большой экскаватор пытается вылезти оттуда. Вон они там работы ведут. Большие какие-то работы. Короче, тут споры были, что здесь какие-то захоронения были лошадей или еще как коров, у которых была сибирская язва. Сибирская язва, вы понимаете, да? Вот на этом пустыре как раз это здание находилось, и поэтому его... видали, да? Мощно как. Это я понимаю, техника, ничего не страшно. И поэтому боялись тут что-то строить, поскольку сибирская язва, там, то все опасно, да? Ну, и оказалось, что там нифига ничего уже не осталось. И поэтому вот этот уже пустырь его обнесли забором, я смотрю, вот делают, забор. И, соответственно, будет... здесь какой-то будет какой-то парк или что, короче, что-то такое сделают классное. Ну, не просто дом построят, да, какое-то классное место, где можно будет ходить, отдыхать, что-то, то все. Так, мне надо зайти в какой-то магазин, говорю, погреться в какое-то помещение, потому что чувствую, что уже начинает холодать. Здесь ничего интересного не вижу. Обычно продуктовый магазин, если бывает, захожу. Так, класс качает. К сожалению, в таких условиях никаких стабилизаторов тут, вот эти вот внешние, они не будут работать. Вы сами понимаете, просто двигатели все замерзнут за 10 минут и все. Он не будет, перестанет работать. И все. Поэтому так вот с руки просто приходится телефон нести и с него стримить, согревая. А это что такое? Доставка какая-то. Это такое не вижу. Сеть итальянских пиццерий. Ё-моё. Да, сейчас бы итальянцев в Якутск с Италией. Я тут видел, одни какие-то приезжали итальянцы, да? Они делились своими ощущениями. Полный, короче, у них полный трэш. Это они чувствовали, как вот это у них все, кожа прямо от мороза начинает трещать. Смотрите, тут какие штуки интересные, да, это сделали какие-то подсветочки здесь. Так, ладненько. А вот само здание СВФУ.
Ну, а один из корпусов, их здесь много. Целая территория большая. Вот она. Это здание Северо-Восточный федеральный университет. А там что такое? Там я не ходил. Залезть туда. Не говорю, надо зайти куда-то. Зайти вот заблаговременно вот постелена дорожка, чтобы не свалиться. Если посюда пойти, можно упасть, подскользнуться. А здесь все блины. Блины, представляете? Не, ну вообще скользко. Это каток. Как они могут вообще вот такую плитку, я удивляюсь, стелить? А, что такое? Там вон люди сидят. Понял. Все. Это типа какой-то кафешки, да? Можно перекусить. Сегодня здесь есть чай 30 рублей, макароны 50 рублей, тортики, всякая еда, рыба на пару с рисом 225 и салатики разные. Слушайте, мы запотели же с вами завтраки с 8 до 11. Надо окуляр протереть. Зашел в это помещение, естественно, тут жарко у них. И это объектив надо протереть. Так, вот сейчас я протру его. Вот так вот. Извиняюсь, конечно. Так, давайте почитаю, что там пишет. Так, Бугорки на дороге. Добрый вечер. Алена Мекса. Добрый вечер. К сожалению, стиль могу читать только когда захожу куда-нибудь в помещение. Так, погрелся. Короче, можно сюда зайти. Относительно недорого перекусить. Ну, наверное, тут это для студентов сделали, потому что вот это вот здание университета Якутского федеральный университет. Так, ну все-таки какую они скользкую здесь сделали, вот эту плитку положили, это просто какой-то каток. Вообще невозможно ходить по нему. Зачем такую плитку ложат? У них что, нету что ли нормальной плитки? Чтобы была, вот как вот эта метлахская. Не улети там, ага, я стараюсь. О, магазин есть. Новая сим-карта за 5 минут. Магазинчик продуктовый здесь есть. Первый раз захожу сюда. О, кофе продают. Нера. Ладно, все это понятно. Пепси, шмепси. Тут, кстати, выход есть. Даже эти майки продают. Прикольно. Бумага. Это проходной магазин, я так понял. Давайте посмотрим, сколько у нас чипсы стоят, Лейс. Такая большая пачка стоит 180 рублей. И там, я вам скажу, 140 граммов. 140 граммов. А вот это 183-150 граммов. Ну ладно, ходим. Здесь можно вот в эту сторону выйти. И это мы, получается, прошли насквозь. Блин, одевайся давай. Блин, надо перчатки обязательно одевать. Чтобы мне это по экрану что-то поводить, мне надо перчатки снять. А чтобы выйти на улицу, да, мне надо перчатки одеть. Вот такая вот беда. Ну, понимаете, да? Тут ходить-то нельзя без перчаток у нас. Рукавицы. Прикольная какая, светящаяся штучка. Да, уже смотрел я, уже елки стоят. Ох, какая тут машина хорошая. Какие тут машины, вообще супер, да? Видали, да? Это вам не хухры-мухры тут. Это у нас тут Тойоты все, полноприводные. Лексусы и так далее. Это вам не хухры-мухры. Так, ну что, давайте, вот тут какой-то есть
проход, это у них двор вот такой, тоже весь в буграх. Весь в буграх. Какая-то даже площадка, что ли это? А, площадка, я смотрю, интересно сделано. Снизу детская, да, зона, да, а сверху там какая-то типа, для чего там, для этих, да, мячик кидать, а мячик вылетит оттуда, не пойму, футбол играть, может быть. А вот Наташки. Там некоторые люди не знают, оказывается, что такое Наташа и как Наташа и машину укрывают. Вот сами смотрите. Вот чехол синтепоновый такой, да? Вот у него выведено наружу, сзади выхлопная труба. И, значит, он периодически машина там включается и, соответственно, она подогревается. За такие машины нужно платить. Ну, платят. У людей есть деньги. И вот тут целая куча их. Вот даже написано портативный гараж Наташа. Видали, да? Телефоны, все. Там он так и называют. Но они есть вот такие, потом вот есть такие блестящие, типа. Ну, чтобы не воровали эти Наташи, вот номера подписывают. Видите, да? Этим маркером таким толстым. Так. А вот этот чувак оставил свою тачку. И она у него вся уже замерзла. И он на ней никуда не сможет поехать, пока не отогреет каким-то образом. А эти машины с Наташами, они всю зиму у нас стоят. Так, там машина какая-то едет. Надо подождать. Так. Это мы вот недалеко от студенческого городка ходим. Я тут зашел куда-то, сам не понял куда. Какие-то здания. А, все, понял. Все. Big Market. Ой, еще есть. Краской на бол. Да, берут, чтобы вот они как бы воруют же эти Наташи. Могут подойти, снять, пока вы там спите, да, и это. А чтобы не воровали, их, короче, подписывают маркерами, там, краской какой-то. Вот. Пожалуйста, так. Big Market. Давайте зайдем. Зайдем, я заодно. Телефон погрею. Главное технику надо, чтобы она не замерзла. Иначе нифига не получится. Он зависнет просто и все. Номера своих машин. Да, номера, либо какие-нибудь знаки рисуют, как бы, такие фигню какую-то, что потом уже эти не берут просто. Big Market. Ох, какой у них там, какой большой. Счетная палата здесь же находится, Республики Саха-Якутия. Что-то они там считают. Так, опять. Вон там тоже выход есть. Наверное. Тут получается в этих домах два входа снаружи и в ограду получается. Какие-то тортики продают. Сколько такой тортик стоит? Не поймешь. Бесценный, йогуртовый. Почему цены-то не указаны? Ни черта не пойму. Но вот эти магазины обычно, которые ближайшие, да, небольшие, они дорогие все. Дорогие. И цены здесь подороже будут, чем ну, в других магазинах, каких-то более крупных. Вот сахар здесь. Сахар-песок 82 рубля. А я по сколько брал? Я по 68, что ли, брал песок. То есть подороже вот здесь все. Зато можно зайти. Если что-то вам срочно понадобилось. Надеюсь, у меня связь не пропадает. Тут купить вот эти, как они называются, хинкали. Вот хинкали у нас продают. 1 килограмм 416 рублей. Уже, пожалуйста. Просто отварили их и кушаете. Хинкальную дома устроили.
Манты вот продают 365 рублей. Вареники от Бузы. Бузы, вот эти прикольные Бузы. 541. Вкусненькие. Вон даже мелкие какие-то. Пельмени. А вот сейчас вот мороженое. Вот это самое то. Ну и, конечно же, доширак. Наш любимый Ролтон. Ролтон. Сколько он? 22 рубля. Ну, по-моему, я за 18 покупал. Поэтому здесь он подороже все. Колбаска вареная. 500 рублей, 400. А вот это есть 359, подешевле. Как называется? С молоком. И так далее. Рыба есть. Рыба. Что за рыба? Омуль свежий 630 рублей. А вон там семга продается 1280. 1288, что ли, семга. Нарезана такими маленькими кусочками, чтобы кто-нибудь купил. Северная рыба. Полезная. Так, ладно. Согрелся я. Телефон согрелся. Давайте дальше. А тут даже можно в тамбуре стоять. Смотрите, здесь батарея есть. Можно погреть руки. Руки можно погреть. Она теплая, хорошая. Так вот, если вы замерзли, где-то бегали, зашли. Руки погрели и дальше пошли. У меня и крышки на призы. Более 2000 призов. Крышки, что за крышки? От бутылок, что ли, пустых? Призы за каждую акцию. Блин, что такое не бывает. Меняю крышки на призы. Меняю крышки на iPhone. Ой, что там такое за... Так, я все понял. Это мы вышли, где медфакультет у них. Вот это вот здание историческое, старое. Так, не... так. Главное тут не улететь. О, все в Наташах. Все в Наташах. Вот это покрывало, которое из синтепона, оно называется Наташа. Кто не знает, защищает от холода машину. И можно на машине ездить. Вот это историческое здание. Медицинский факультет. Это 50-х годов еще. Постройка. Вот первое здание Госуниверситета Якутского. Вот оно вот так вот было выполнено. Там дальше, если пройти туда по улице Кулаковского, то у них уже там Новый год, я смотрю. Смотрите, снежинки. Снежинки. Вот такие большие окна, толстые стены. Ну, как обычно раньше строились. Раньше стена была не тоньше метра. Вот здесь вот даже вот вроде бы двухэтажное здание, но стены были не меньше метра. Это медицинские здания факультета. Так, все, давайте шлепаем быстрее. Нам некогда тут рассуждать. Можно на морозе просто замерзнуть. Движуха какая, видели, да? Так, выходим на улицу Кулаковского. Кулаковского. Вот я снимал ее как-то не раз, по-моему. Ну, у нас где еще ходить? Если куда-то ехать, если надо отдельно целый день. Ну, вот это здание. Вот, а там еще какой-то глобус, вот как раньше делали. Земной шар там. Символика такая. Все это было. Вот студенты выходят. Пожалуйста, после занятий остановка. Двоечка подъехала, двоечка. Двоечка подъехали. Вот такие пазики ходят. Смотрите, вот такие пазики. Как бы это маршрутный автобус. Ага. Вот такой сельхоз-вариант у нас ходит в основном. Он небольшой и довольно... Они часто как бы ходят. Но оправданные, да, оправданные. Так. Дальше давайте идем с вами. Вот если в ту сторону идти, там будет кинотеатр Лена. И вот если за кинотеатр Лена идти, там будет у нас район Залог. Это исторический, как бы такой историческое место в Якутске. Там еще старинные здания остались. А вот здесь, вот смотрите, это электронная
остановка, то есть здесь видно, сколько минут до этого, какого автобуса. Так. Здесь тоже какие-то магазины. Вон самолеты летят, если кто слышит по звуку. Вот здесь аптека мини-цен. Вот это, кстати, аптека. Тут по ценам через интернет заказываешь, когда подешевле получается лекарства. В общем-то, популярная. Там у них какие-то акции проходят. Периодически баллы какие-то накапливаются. Короче говоря, такая система на заманухе. Ну, что правильно делают, конечно, да. Подешевше уже хорошо. Чем эти лекарства. Иногда там возьмешь что-нибудь. Тысячи. Так. Мороз крепчает у нас, видите, да? Тумана больше. О, шпана, блин, эти петарды взорвала. Еще такие, оказывается, есть удовольствия, а? Остались. Где-то эти петарды находят. Неужели они продаются? Которые хлопают очень громко. Развлечение. Можно мне взорвать и бежать. Так, а тут что у нас? Якут Агро. Фу, не вижу. Что такое, блин? Без очков. Якут Агро. Фу, промпроект. Промпроект. Якут Агро Промпроект. Ничего себе, название какое. Обалденно. Ну, здание приличное вот это. Сколько здесь? 5 этажей, да? Так, опять входим. Тихоньку. Лестница. Лестница такая. Так, все, давайте. Нам надо вон туда выйти. На проспект Ленина. И зайти в какой-нибудь. Погреться. Так, вот еще одно историческое здание тоже здесь стоит. Такое старинное, 50-х годов оно постройки. Двухэтажечка. Улица Кулаковского, дом 26 написано. Кулаковского 26. Так. Смотрят, 10 лайков, отлично, спасибо большое. Какие-то заведения, что здесь, кстати, находится, я даже не знаю, уже давно не был. А, МВД России здесь, короче, полиция здесь, вот и рядом прокуратура, кстати, вот здесь вот это здание прокуратуры с левой стороны будет, такое шикарное. Раньше было небольшое, а сейчас уже побольше сделали. Ну как, не так, что лет 10 уже, по-моему, оно стоит здесь, если не больше. Относительно, конечно, недавно, да, это все так относительно, говорю, высоты. Так. Кулаковского, проспект Ленина. И мы что видим с вами что мы видим? Мы видим то, что вот здесь вот дальше лежит сваяно. Ой, дурдом какой. Ребенок лезет под колеса, блин. Да. Родители не научили, в школе не научили правилам пешеходных переходов. Так, вот, короче, улица Ленина, ее сейчас делают у нас. Вот уже слой подняли, я смотрю. Уже практически вровень его сделали. Вот здесь вот его уже раскопали очень сильно. Так, давайте в темпе. Мне надо успеть до куда-то дойти, а то я чувствую, у меня уже все замерзает. Да, вот, пожалуйста. Его уже вот эту часть засыпали. А там где-то, вот чуть дальше, это площадь Дружбы, театр оперы и балета. Вот тут гравий какой, смотрите, гравий. О, гравий. Потом сверху будут что-то еще слой ложить, конечно. Ну, капитально за дорогу принялись, капитально ее метра на 2 в глубину вырыли.
Потом заново грунт наложили. Что-то там еще, ну, слоями, короче, по технологии. Чтобы служила не 2 года дорога, а долго. Поэтому вот такие вот дела идут. Вот. Пыхтит он как, смотрите. Сколько у него этого. Выхлопные газы. На морозе они так вот, такие вот делаются. Дымок. Так, а здесь у нас какое-то учреждение, институт, не геология, а чего-то, потому что у них, ну там минералов или что-то такое. Потому что здесь какие-то камни будут. Или вот там дальше. Вот гравия сколько, смотрите. Навезли, его разравнивают. А вот почему именно в это время? Потому что, говорят, проще с грунтом. Типа он подмерзший, не осыпается. И проще с ним работать. А не летом почему это делали. Вот именно сейчас. Ноябрь. Так, и что мы смотрим? Вот это вот смотрите, театр оперы и балета. Вот это вот, да, здание. И здесь археологические раскопки у нас. А сейчас вот прямой эфир веду. Место археологических раскопок. Захоронения древние 18 века обнаружили. Тут еще ничего не делают. Вот такая глыба здесь вырыта. И стоят, о, бабушка, с лыжными палками, но без лыж. Вот здесь вот видно, да? Вот здесь вот древнее захоронение 18 века. Раскопки при вот ремонте этой улицы. Привет, привет, привет. Скифлайер, ага, привет. Древнее захоронение показываю. 18 века. Вот у них там стоит, тарахтит, это генератор. Как он, мотоблок называется, или как. И вот там вот идут раскопки. Захоронение 18 века. Ну, Якутск у нас вообще 1632 год основания. Но сначала он был на той стороне, потом сюда перенесли. И вот поэтому здесь у нас везде тут такие исторические места, что находят вот эти могилы какие-то древние. То есть все там посреди дороги. Ух, ладно, давайте дальше идем. А то чувствую я, мои пальцы отваливаются. Мои пальцы отваливаются. Вот покажу вам технику. Технику покажу. Смотрите, техника работает вовсю, роет ямы. Вон. Видали, да? Ну не яму, дорогу прорывают. Потом ее обратно насыпят. Да-да-да. Привет. Проспект Ленина ремонтируют у нас. Да, вот смотрите, ковшами вот так вот. Тут вообще какую-то яму здоровенную выкопали. Вот такие глыбы, смотрите, земли, вот этого песка. Да, молотят. Вообще жестко. А вон там какой-то этот грузовик подъехал. Что-то они там делают. Вот здесь вообще жесткая яма. Что-то они там прорыли, вообще капец. Ох. Видали, да? В минус 30. Работы полным ходом. Без остановки ведут. Здесь бульдозер вот ездит. Этот что-то гребет у него там. Смотрите. Ага. Тут когда-то был проходик, но сейчас вот тут, к сожалению, этот как его, экскаватор стоит. Все, у меня надо заходить. Далее, да, мощная. Какая мощная техника. Ладно, все. Я извиняюсь, надо зайти вот в этот магазин. Тут когда-то был магазин Туймада, кто помнит, блин. Надо зайти, я чувствую, с этим стримом в последних пальцах решусь. Заходим. Ой, подождите минутку. Я состояние. Температура сейчас минус 30. Минус 30 сейчас температурка. Прохладненько.
Тут батарея есть, можно руки погреть. А, хорошая батарея. Теплая, горячая даже. Не, так опасно. Ходить надо. Какие-то дубак. У меня уже пальцы окоченели, блин. Пальцы окоченели. Рука уже окоченела, вот эта вот рука окоченела. Представляете? Пока я ходил, телефон держал. Надо ее прогреть. Фу, зашел здесь вот бывший Туймада магазин. Сейчас отойду, пойду дальше. Заодно телефон у меня отойдет. Вот замерзнет. Сыр сиськи 400 рублей. Говядина 500 рублей. А здесь что? Аптека рядом. Ух, ничего себе, приличная здесь аптечка-то получается. Аптека Ру. Аптека Ру. Всякое разное. Здрасте. А у вас рыбий жир продается? В жидком виде. А в жидком, да. Сколько стоит флакон? В жидком вот такой детский есть. Детский, это сколько стоит он? А для взрослых рыбьего жира нету? Есть в капсулах. В капсулах только, да? Наверное, детский дорогой, да? Но там доза маленькая. А, то есть это небольшая, да, понятно. А это в капсулах сколько? Капсула взрослым летом инструкции. Сейчас надо рыбий жир. Холод. Где? А, вот, да? А, вы мне показывали. А, вот вижу, да, омега-3. Омега-3, все вот омега-3. Ага. И... Угу. Да. Вот я понял. Ага. Ну, омега-3 у нас 1500 рублей. Офигеть. 600 рублей. Нет, это вообще дорого. Вот они, сестры. Ага. Вот тоже рыбий жир. А сегодня по передаче показывали Малышеву, она по карасей кобейских, там передачу, она говорит, у них типа рыбий жир и селен. Селена очень много. Нету, да, но это мне на рынок. И там типа этого омега-3. А, лососевые, ну это северные, да, вот рыбы, которые. Угу. Да, лосось, понятно. Так что пойдем на рынок. Фу. На крестьянском рынке надо, говорят, мне подсказывают, кобейский карась надо. Сегодня, кстати, передача была Малышевой. Там она, ну я видел в интернете, она рекламировала кобейские караси. Не рекламировала, говорила, что это очень полезная штука. Сказала, что у нас рыба добывается в Якутии. И она очень полезная, жирная. Да, в аптеку за карасями пришел. Ну, я рыбий жир обычно спрашиваю, покупаю как бы, да, для себя, для детей. Вот, чтобы раньше, вы помните, рыбий жир давали в детском саду. Кто помнит, рыбий жир давали в детском саду. Так, как глядеть-то его? Ладно, так вот пойдем. Все, выходим. Ложками такими. Его специально в Советском Союзе производили, делали его из селедки. Вот тут, кстати, даже теплее, потому что вот этот обогреватель стоит. Смотрите, как он называется? Теплый воздух дует, электрообогреватель. И здесь вообще классно. Зайдешь, вот так вот оттаешь, погреешься. Сахар 63 рубля. Вот здесь сахар уже более-менее нормально. То там я заходил куда-то 80 с чем-то рублей сахар стоит. А здесь по 63. Это магазин Кока. Так что заходите, вы, кому сахар надо, покупаете сахар. Перчатки надо одеть. А здесь вообще вот эта батарея, она очень горячая. Вот, если у вас руки промерзли, можно зайти, руки на нее варежки положить,
И они нагреются, и можно дальше идти. Так, все. Выход в открытый космос. Ну, это так условно говорю. Давайте с вами понаблюдаем за работой, что тут делают с проспектом Ленина. Вот там вот трактора такие мощные, бульдозеры. Вот они так вырыли эту ямину. Сейчас, получается, ее разравнивают, потом грунт насыпают, несколько слоев разный. Разравнивают вот этим мощным грейдером. Вот такой вот, смотрите. Как паровоз, да, как паровоз раньше был. Такой вот у него это. И тут тоже пыхтит. И там тоже все пыхтит оно. Такая. То есть мощная. Тут остановка, вот это, короче. Но сейчас, да, поскольку дорога закрыта, тут остановки никакой нету. Машины все в объезд. Вот, кстати, площадь Дружбы. Теплая остановка, вот это вот. Вот здесь вот. Она сейчас закрыта. А так вообще в мороз заходишь туда и греешься. Стоишь, ждешь там мониторы. Видно, когда автобус твой подойдет по мониторам. Вот они как тут разрыли-то, а. Ой-ой-ой-ой. Вообще капитально, конечно. Капитально. А вот остались это от этих, ну, сантехника там, короче. Сантехника. Ой. Трубы остались. Так, ух ты, даже тут деревья вот эти остались. Они как-то не снесли их, а садили. Кустарник это какой-то. Сейчас вам покажу представительство. Вот это здание. Полным ходом, да, полным ходом. Смотрите, вот это историческое здание, тоже древнее такое. Его, кстати, перестроили сразу вам заново. То есть его просто заново сделали. Так, табличка вот такая. Большая улица Большая. Вот здесь вот. Смотрите, какие окна все такие. Все большое. Здесь у них елочки какие-то. Ой, эти машины-то что туда вниз заехали? Я вообще не понимаю. Это стоянка у них такая, похоже. Я сейчас вам покажу. Здесь у нас академики сидят. И в то же время здесь приемная президента Российской Федерации. Приемная президента. Вот так вот. И Академия наук Республики Саха-Якутия. Академия наук вот в этом здании. И приемная президента. Так что, кого какие вопросы к президенту, вот может в Москву не ехать, а сюда прийти. Также здесь какие-то мемориальные доски. К сожалению, я не вижу там мелкие буквы. Без очков я хожу. Ой, елки. Пожалуйста, вот елки уже все заснеженные у нас. Здесь елки высажены. Можно елку не брать, вот здесь вот ее украсить и все. Да, мощно, мощно, мощно. Так. Вот, продвигаемся с левой стороны. У нас это библиотека Пушкина. Вот там вот видите, окна светятся. Библиотека Пушкина. Большая очень библиотека. Такая. Я раньше сюда ходил, когда учился, книжки какие-то брал, читал. Ну, там надо было, когда всякие работы делать. Раньше же интернета не было, поэтому приходилось по библиотекам ходить. А вот этот институт космофизики, вот этот академик Шафер Юрий Григорьевич, его бюст. Ленина, проспект Ленина, 31. Такое здание все советской постройки. И сейчас мы вот с вами вон туда сиганем. Покажу вам вот это вот. Это когда-то здесь, тоже здесь жил-то, а, господи. Кто-то жил, короче. О, смотрите, какой ковшик здесь от экскаватора. Видали, да? Один зуб, кстати, у него сломан. Один зуб вот этот. Что-то такое тащил, видать.
Вот еще один ковшик от экскаватора. Здесь у них балок или что это? Кто-то здесь жил, какой-то... Ну, относительно недавно это здание вообще построено. Оно из кирпича, вот такая, смотрите, какая у него интересная в таком вот русском стиле вот эта вот кладка, да, узоры такие вот. Вот как это чем-то напоминает рядом с Кремлем, да, в Москве. Вот эти исторические здания тоже. Но это здание его опять, там что-то фундамент хотели переделывать, и, короче, не получилось, они его заново просто. Вот видно, тут абсолютно новый кирпич. Новый кирпич, новая кладка. Уже рамы тут пластиковые, соответственно. Тут, вон там видно, книги. Тут абонентский зал, книги выдавали здесь, короче, ну, почитать на дом можно было. Вот здесь вот. Вон там и видно книги. Все. Стеллажи с книгами, ага. Да, красота. Да, но это все заново выложено, потому что что-то пытались его реставрировать, но нифига не получилось, поэтому просто заново отстроили, заново просто. Заново. У них тут для инвалидов даже есть подъемничек. Сейчас мы прочитаем, что же здесь Якутск. Вот все, в этом здании 25 августа 1913 года состоялось торжественное собрание, посвященное открытию Якутского отдела Императорского русского географического общества, установлено в честь столетия Якутского регионального отделения Русского географического общества. Вот такая встреча. А сейчас что здесь? Национальная библиотека Республики Саха-Якутия. Вот здесь вот. Я сюда тоже ходил, книжки брал. Сколько нужно зайти туда. Так, что написано? Здание публичной библиотеки, построенное в 1911 году по проектам архитектора Лишевича, охраняется государством. Вот оно, кажется, и здесь в этом здании 25 марта 2021 года состоялось открытие первой якутской губернской конференции РКСМ. Ну, это после революции, получается, 25 мая 2021 года. Короче. Вот. А вот смотрите, давайте мы сюда сиганем. Благо можно сейчас свободно ходить по проспекту Ленина. Смотрите. Ну, свободно хожу, гуляю. Елочки. Все с иголочки. Смотрите, какие у нас здесь. Оба. Бугры, к сожалению. Ой, извиняюсь. У меня тут попало в обзор. Елочки, смотрите, какие. Оба, она красотища, да? Так, смотрите, кто там что написал, я не могу. Мне надо перчатки снять, чтобы прочитать. Мне надо было на ту сторону. Или сейчас я зайду в этот. Я сейчас зайду. Сейчас добегу, Видите, вот посюда. Добежать бы. Лишь бы телефон только у меня не сел. И не замерз. Сейчас там есть одно заведение, куда можно зайти. Сейчас уже быстро все стынет. 30 градусов, уже морозик-то. Ого. Вообще, а 50 будет. Вообще еще страшнее. Вообще моментально все замерзает. Поэтому люди все у нас вот так вот быстро ходят, быстро. Нечего тут рассусоливать. Ходить долго. Далее, да? Я еле успеваю. Илин НР. Магазин. Извините за тряску. Извините. Все-таки у нас здесь не май месяц. Минус 30. Так, приходится бегать. Сюда вот зайду. Все, закрыт уже, открыт. Якутские промыслы. Так, потихоньку зайти. Центр кожи, приехал в конец торгового зала.
Работает, да? Есть 15 тысяч. Ой, били мамонта, что ли? Что это такое? Видали, да? Давайте почитаю, что пишут. Зашел. И к тени люди энергичные, конечно. Холодина, туман. Тима, что охранять, если такого старого здания уже нет? Ну, архитектуру охраняют. Архитектура, да. Архитектура. Вот тут из камня, смотрите, вырезано. Это из мамонта. Поделочки такие вот. Якутия, Россия. И далее, да. Вот эти всякие амулетики. Рублей. И даже ножик какой интересный. Из этого. Из лезвия из камня у него даже. Ё-моё, смотрите, оригинально как. Вот это мамонт, да? А вот это, да? Ручка, да? А, чароит, вот ручка из чароита, а это из нефрита, да? Ножик. А он резать-то можно им? Нет, да, просто декоративный, да? А, да, вот так вот. Пожалуйста, всякие тут штуковины из мамонта сделаны. Украшения, червончики маленькие продаются. А вот очки от света, очки от солнца защищают. Они, видали, да, с такими щелями можно носить. Они от солнца такие прорези узкие. Ух ты! А что у нас? Бубен 16 тысяч. Бубен шамана. А тут какая-то штуковина. Музыкальный инструмент 16 тысяч. Дали, да? Ё-моё, хомусы продаются разные. И все, да, 6750 стоит хомус оригинальный. Какой? А это у него чехольчик такой. Так, и обувь здесь есть обувь. Такие унты стоят 5400. Сейчас вот носить. Войлочная подошва. Вот эти унты из этого 27 тысяч за наличный расчет. Ага, вот такие унтики из оленя 27 тысяч стоят они. 37 размер женские. Оленя из олежки. Так, здесь дерево, да? Всякие штуковины. Туиски, кстати, вот эти вот, да? Из бересты, по-моему, они делаются. Точно легкие такие. Хотя в них хранить можно. А это деревянный. 700 рублей. Подножики, подставка оригинальная. А вот эта штука, это подставка для строгания рыбы. Строганину делать 675 рублей. А вот это делать мутовка деревянная. Это ложка деревянная. 400 рублей. Мутовка. Вот этот керчик делать со сметаной, да? Какая-то штучка интересная. Мутовка. О, смотрите. Злых духов. Злых духов. Злых духов. Отваживать 1350. Из конины конский хвост. Побольше есть, поменьше. Цены тоже разные. Так. Большие такие есть. Наборчики. Так, а здесь что у нас? А, здесь посуда. Якутия. Якутск. Смотрите. Такое. Такие тарелочки с надписью. Вон мамонт там есть. Тарелки.
Вот это озеро, дерево Алукмас. Вот это вот обрядовое дерево якутское. Это календарь тоже есть. Вот она. Здесь, пожалуйста, есть под документы. Это все местное, да? Кошелек мужской. Республика Саха написано вон там. 2000 стоит кожаный. Это здесь сумочки. Такая сумочка 3500 стоит. Из кожи. Кожа это, да? Кожа, рисунок. Такие по 2300 бисером вышито. Так вот. А вот эта штука под строганину-то. Она более такая красивая. Тут типа рыбы. 2700 стоит. Целый набор такой продается. С этими. Бутовка, еще что-то тут. Вот эти вот для молочных продуктов. Обработки. Дощечки, вон, пожалуйста, всякие. Да. Ну, картины здесь какие-то из национального колорита. Да. Ух ты, какой коврик прикольный, вязаный. Мягкий такой, 2000 стоит. 2000. Вот этот, это из... А это из чего сделано? Это конь, да? Конский волос, а? Коврик, да. Тут побольше, да, будет? Прочный, да? Они долго служат вообще, да? Такие? То есть можно даже ходить по ним, да? Да. Они колятся, поэтому лечебные. Ложить можно, ну греет, да? Прогревает. А шарфы такие есть? Шарфы из конского волоса есть? Ну, шарф, да, чтобы горло замотать. Нету таких? Нету, да? Колючие. Колючие, ну, зато Шарфы не делают. не делают, да? Делают эти. Да, это делают. Это под эти, под ключи, да? Такая штучка. Ключица. Ключица. Понятно. Какой оригинальный. Ой, падает. 600 рублей такая вот Якутия стоит. Это кожа. Тут, типа бриллианты даже. Смотрите. Пану кожи мех. Вот тут магнитики всякие, пожалуйста, Якутия есть. Ну, даже такой прикольный магнит, смотрите, ручная работает. Что сделано с этого, да? Это у них это жилище, да? Стоит вот с мамонтом, пожалуйста, есть. Якутия минус 57. Ну да, в прошлом году в Якутске такая температура и была. 57. Всякие посуда. Много посуды. Вот даже графин есть. Вот графин с такими рюмками. Набор рюмок 3 штуки. Саха, Якутия. Пожалуйста. А это все вот эти с мамонта поделки. Коготь этого, как он, медведя, коготь медведя, представляете? Хотите себе на шее коготь медведя носить? Вот эти вот с мамонта всякие изделия. Вот он даже большой какой, смотрите, 90 тысяч, целое дело. Часть бивня мамонта и вот это вот мамонтята там, 3 мамонтенка. Как сделано все оригинально. Сувенир. Всякие разные фигурки.
Два этажа их. Тут побольше сверху. Поменьше. Вот кусок этого бивня мамонта, что ли, или это из дерева. Не бивень, по-моему, да? Или клык кого-то, не знаю даже. А здесь уже, по-моему, это вылитое просто. А вот это все резьба, ручная работа. Сидят мастера и вырезают косторезы вот таких мантюнков, фигурки всякие. Ну, игрушки есть, пожалуйста. Такие всякие игрушки тоже. Хендмейд, ручная работа, все. Это фабрика Сардана, по-моему, делает такие. Смотрите, оригинально как. В национальных одеждах, в национальных уборах. О. А, вот календарь, кстати. Календарь вечный. Вот это месяц, день месяца, это какой день недели, что ли, меняешь. Таким образом. О, даже матрешки продаются. Матрешки, кстати, якутские. Этим самым. Видали, да? Матрешки. Вот это вот такие. Первый раз вижу в национальном колорите. Северном матрешки сделаны. Да. Туиски разные. Хранить здесь сыпучие продукты с бересты. Здесь книги продают, книги, литературу, разные местные, да? Ой. Ага, местная литература, точно. То, что здесь местное издательство продает, печатают, вот они здесь книги продают. На якутском языке тоже книги есть. На какую тему? Смотрю. Вот это якутские. Да. Вот по-русски. Да. Это все местное издательство, да? Да. Ага, понятно. Это издательство Бичик, да? Да. В основном, да? Бичикая. А я называется. Вот это хорошая книга. Есть труд. Вот это, да? Да. Не, вот зимняя дорога. Она про что? Вот это, да? Написано же. Это историческое. Это, подождите, это 22-23 годы, Да. Якутия, Здесь, генерал Пепеляев. Это Белая гвардия, да? Да. Документальный История роман. документальная. Хорошо берут вот это. Ну да, историческое. Про Якутию, да, того времени, да? Как они со стороны, этой, как Белая гвардия, да, вот это описание, да? Гражданская война, противостояние. Ну здесь же как бы даже битва была. Да. Поэтому рядом где-то. Интересно. Фильм бы снять, да, вот эти? Да, фильм снимают, да. Ну, наверное, руки дойдут, снимут в свое время. Якутия радиоактивная даже есть, да? Схема, да? Интересно. Спасибо. Так, здесь. Что мне надо? Вот такие надо варежки мне. По-моему, какие-то. Тут продают разные. Вот это вот. Тапки дома ходить. Они резиновые. Ладно. Национальное платье. Здесь национальная одежда. Так, ладно, все, давайте выходим. Я уже здесь запалился, честно говоря. Жарко становится. Но мне, значит, Давай завтра посмотрю, где. одежда теплая. Поэтому ходить по морозу-то нормально, а вот так вот заходить куда-то
жарко становится. Фух, давайте в холод теперь более плотный. Так, 5 смотрит. Так, кто что пишет? Это здание строил поляк, и он не русский стиль, а обувь подорожала. Ну да. Конечно, будешь энергично бегать в минус 45-50, иначе застынешь на ходу, да. Якутяне люди энергичные, да. Видно холодильник, да. Туман. Так, ладно. Так, давайте-ка я сейчас... Мне надо куда? Мне надо на остановку. Сейчас вот перейду сюда. Здесь я одену перчатки. Здесь тоже продуктовый магазин. Продукты продают. Полно продуктов. Акция какая-то на томаты. А это что? А, это тоже якутские товары. Здесь всякие поделки. Вот здесь это сувениры. Сейчас я одену перчатки и выйду. В перчатках неудобно, надо эти самые обычные варежки. Обычные варежки надо. Так, сегодня я, по-моему, не успею. Вот тут я еще хотел в одно заведение зайти. Не поздно. Или они до 8 работают. Я еще хотел за электричество заплатить. А то электричество отключат. Представляете, да? Все, выходим в открытый космос. За бортом минус 30. Ну, пока еще у нас относительно тепло, конечно. Вот тут какую штуку сделали. Что-то с металла. Интересно. Типа канавяся, а? Похоже чем-то. Вот у них какая классная здесь решетка. Вот это сварено. Вообще, да? А эти столбики типа канавязи, я понял. Которые лошадей привязывали к ней. Вот цветы. Цветы всегда популярны. В любое время там, кроме цветов, еще продают мишек разных. Мишки, вон, смотрите, вот такие вот мишки. Мишки и цветы. Вон там цветы. Видали, да? Кому подарок надо, вот может цветы и мишку взять. Ух. Такая у вас виртуальная прогулочка по городу Якутску, по центру, проспект Ленина. Но, к сожалению, ну не к сожалению, он сейчас перекрыт, идет его реставрация, поэтому давайте-ка мы по самой улице пройдем. Обычно по ней, тут я вижу какой-то проход есть, сейчас туда нырнем, опс, хоп, 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 хоп. О, дорога перекрыта, поэтому все тут ездят, короче, машины. Ну хотя тут, да, хотя не походят оттуда. Тоже. Так, а что такое у меня что-то пиликает? Что-то у меня пиликает. Идет стрим-то, идет вроде бы, да? Напишите, как качество. А, зачем я сюда иду? Зачем я? Я просто хотел по улице пройтись. Все равно здесь машину ее возят. Потому что вот эти дома, они к ним подъезжают. Вот это вот тоже историческое здание школы. Средняя школа вот здесь вот у нас. Вторая или какая, уже не помню точно. Скользко, гололед. И я тут шурую в мороз. Так, вот. Смотрите, сколько здесь снега. Нормально. А здесь у нас что мы видим? Здесь я вижу вон одна аптека. Здесь авиа ЖД билеты дают. Авиафлай, фирма Авиафлай. Кому улететь надо, может через эту фирму как бы
через этих агентов. А здесь Бекетов, дом русской кухни. Ой, ну убегать надо. У них здесь на улице вот эта пристройка. По-моему, мэрия что-то недовольна. С какой стати они сделали так, ее построили. То есть они, получается, тут часть вот этой дороги заняли, тротуара этого. Бекетов, дом русской кухни. Бекетов это первый проходец тоже, который казак был, который, значит, основал город Якутск. Вот здесь тоже дом правительства, это дом правительства. По-моему, это первый. Ага, дом правительства, вот это здание. У них елочки высажены. Выходим с вами на площадь Ленина. Площадь Ленина. Вот это вот. Видим, сейчас к елке подойдем. Елку поставили уже. Вот это. У нас две центральных елки получается. Это одна на площади Ленина, вторая на площади Орджоникидзе. Сейчас устанавливается. Обе стоят. Но еще не наряжены, не включены. Так, переходим. Переходим. Так. Еще надо какой-то утеплитель для телефона как-то думать, чтобы, значит, можно было ходить, снимать спокойно. Стабилизатор, к сожалению, замерзнет на таком морозе. А вот эта в камеру встроенная стабилизация, она при трансляции на ютубе, она не работает, включается. Вот у нас елка вот такая вот конусовидная. Конус такой вот. Треугольник. Так. Ну, она каркасная. Каркас, короче, алюминиевый такой вот делают. Вот. Каркас. И потом, значит, вешают вот это, как она называется, типа имитация елки вот этой. Вот здесь уже сегодня я вижу больше, лучше сделали. О, игрушки уже, смотрите, елочные игрушки висят на ней. О, можно вокруг. Давайте круговую елочку по кругу обойдем, чтобы елочка у нас красивая была, нарядная. И дари. Ой, кто-то варежку оставил детскую, смотрите, кто-то варежку забыл. Тут ее положили сюда, смотрите, да? Вот, варежка. Ребенок потерял варежку, тут ее так положили сюда. И здесь игрушки висят. Игрушки. Игрушки у подружки. Видали, какие шары? Новый год скоро, товарищи. А вот здесь вот, если развернуться, он памятник Ленина. Что-то его никак не могут реставрировать. Сколько он уже? Больше года, по-моему. Что ли? Под этим. Так, а сейчас вон туда пойдем. Кстати, в следующем году будет 100-летие образования Якутской АССР, Якутская автономная советская социалистическая республика. И здесь вот эта канавязь и чароны их расцветочкой сделали. Сейчас поближе я вам сниму. Вот здание историческое универмага, вот это Якутская плаза. Вот. Ну, когда-то там все подряд продавали, а сейчас там какие-то бутики. Во! Сейчас прямо по снегу шурую к ней, к нам. Вот червон с подсветочками вот так вот сделан. Шикардозно, да? Вот можете посмотреть. Там снизу лампы, а вот она так светится. Прикольно, да? Все в снегу. Видно, да? И прожектора. И вот этот сам Чарон. А вот это канавязь. Тоже такая вот столб, который привязывали лошадей. Вот она так выглядит. Ой, смотрите, там что-то летит. Видно, да, самолет летит. Вон, снимаю. Пятно такое. Что-то он как-то тихо совсем летит. Или это вертолет.
Слушайте, он как будто бы встал на месте, стоит. Вообще не пойму, что это за объект такой. Как точка. О, смотрите, а он на месте стоит. На месте стоит. Или это квадрокоптер кто-то запустил. Кажется, что как будто бы НЛО он. Видали, да, НЛО? Ё-моё! Я дальше полетел. Неопознанный летающий объект. Ё-моё! Видали, да? Смотрите, он... Я думал сначала самолет. А сейчас смотрю, что-то вообще непонятное. И моргает, он в другую сторону полетел. Ну что такое вообще? Видно там вам, да? Где тут люди? Он куда-то туда полетел. Да, это квадрокоптер кто-то пустил. Это не НЛО, к сожалению. А так бы было прикольно с вами на НЛО понаблюдать, да? Так, ну короче, вот это вот, значит, канавязь. И вот еще один червон. Так, давайте с вами вон туда, в Якутск-Плазу зайдем. Я чувствую, тут надо куда-то заходить дальше. Ну, это тоже вот так выполнено, такое ажурное, из металла сваренное. Смотрите, национальный узор вот такого типа здесь. И прожектора. Прожектора вот светят. Видно вам, да? Вон туда, вон в высоту. Вот так вот. Так, и вот столетие образования Якутской ССР будет в следующем году. В 1922 году основали. Следующий год будет 2022. То есть вот как бы с этого времени республика и начала свой отсчет 1922 года. До этого не было при царе, не было ее. Тут какая-то губерния была, а какая-то что-то иркутская, якутская, не поймешь, что это. Какие-то, короче, были. Так, быстрее мы идем. Так, напротив, вот здесь вот это гостиница тоже элитная Тайгын-Дархан. Вот это вот. Вот. Иностранцев там вот размещают, у нее, которые сюда приезжают с деньгами хорошими. И представительства, делегации. Ну и вот это вот здание Якутск-Плаза, это универмаг, короче. Здесь был, его реставрировали. Сейчас вот здесь какие-то дорогие магазины, в которые я вообще не захожу. Ну а раньше был тут обычный магазин. О, какая здесь. Думаю. Здесь такое поле, да? Постою здесь, Якутск-Плаза. Общее представление. Пока весь магазин не понял. Манго. Фирма какая-то, одежда лишняя. И так вот 3 этажа все. QR-код сразу показываю. Одежда, аксессуары. Пожалуйста. QR-код он сейчас покажете. Ну, посмотрел. И она пошла. Вот здесь тоже такие обогреватели прикольные такие несут. Тепло нагнетают электрообогреватели. Так, ладненько, выходим. Вот, ё-моё, не туда я. Ё-моё, не туда. Подумал, раньше дверь, по-моему, по центру была, а сейчас вот такие окна шикарные, да? Ну, вот это здание, оно вот с тех времен постройки, его с ним ничего не делали, 50-х годов. Начало 50-х годов. Вот если по старинным фотографиям смотреть Якутска, вокруг деревяшки были, а вот это здание уже стояло. Ну, его сейчас, естественно, отреставрировали. Вот он так выглядит. Бутики. А вот это рядом пристроя уже более новый. Это дом торговли. Тут у них вход есть, но его сейчас закрыли
видать, его закрыли. Напротив здания вот это суда. И там дальше тоже судебная какая-то, ну, власть судебная здесь находится. Вот на этой улице, в этой части. Так, и здесь мы что видим? Здесь мы видим магазин Литваль на первом этаже. Я туда вообще заходить не могу, потому что там такой запах. Там такой запах. Нет этой парфюмерии вообще. Просто невозможно. Так, и здесь вот 4 этажа. 4 этажа магазинов. Немножко зайти. Использовать маску. А здесь почему-то платок не спрашивают. О, как тут много всего. Какие-то скидки 50% в Литвале. Вот мне что-то прикольно нравится. Здесь можно побрызгаться. Так, сама парфюмерия это не дешевая, но пробнички тут есть. Детская. Что-то продают всякие штучки, в чем я не разбираюсь. Вот это губная помада, по-моему. Какая-то парфюмерия. Посмотрим на цены, сколько это стоит. 3486 рублей. Ой-ой-ой. Вот это дешевое, что-то 2600 всего. Ну вот за такой флакончик парфюмерной композиции вы 2974 рубля отдадите. Кстати, минус 50%. А, это карта клиента, не 10, а это вообще скидка идет. То есть она так стоит 5900. А здесь продается 2900. Вообще даром. Вообще даром, слушайте. Сколько здесь всяких пахнущих предметов. И вот смотрите, прикольно, а почему-то его типа губы. Почему сесть-то нельзя? Что-то наложили здесь какие-то веревки. Для чего? Непонятно. Так, вот так вот мы зашли уже. А здесь еще есть. Вот туда вот наверх можно подняться. 4 этажа. Или вот здесь вот коридор. Тоже продаются разные штуковины. Пуховики, шарфы. Все только нету. Вот общее вам представление. Сегодня пятница, кстати. Конец рабочего дня сейчас получается. Народу что-то здесь совсем нету. Народ, видать, весь замерз. Где-то дома. Вот тут часики продают различные. Casio фирмы. Такие вот. Ну, как много здесь часов. Всяких разных Casio. Оригинальные Casio. Угу. Недорогие. 2500-1900. Они хорошие, надежные часы. Вот такие вот есть. О, как здесь много. Какой здесь большой выбор. Вот Q&Q тоже. Часовая фирма хорошая. Он дешевле, чем Casio. Стоит. Да. Ассортимент просто грандиозный. Фристайл. Так, все. Настоящие часы здесь можете купить в магазине Дом торговли на улице Ярославского, недалеко от площади Ленина, за театром
театром, русским драмтеатром. Так, все, давайте выходим. Сюда. Опять через Литваль приходится проходить. Здесь вот у них сколько здесь продукции, просто ужас. Целый этаж. Нужно ходить, гулять, смотреть, нюхать, деньги тратить. Все, что такое, оно не дешевое. Все ж не дешевое. То есть за 200 рублей одеколон вы здесь точно не купите. За 200 рублей. Ну, зато всякие фирмы. Ну, так понюхать прикольно. Я иногда люблю зайти. Можно даже побрызгаться. Это, кстати, что-то со скидкой King 354 рубля. А, это вот это вот. Ну да, относительно. Так. А что, пробники здесь какие-то? Вот, пожалуйста, 900 рублей. Вот эти подешевле. Что за... Это чья она? Парфюмерия, вуаля, дежули. Франция, да? Франция. Франция. О, елочка здесь. Смотрите. Шикарная елочка. Здесь так, выходим. Ладно. Все, сюда я выше не буду подниматься. Выходим с вами в открытый космос. Давайте почитаю, что кто пишет. Ладно, ничего не писали, а я не отвечаю неправильно. Видно, что НЛО. Ага, да, похоже. Ну, по-моему, это был квадрокоптер. Квадрокоптер. Раньше ставили натуральные елки, еще недавно новые. Да. Сейчас, смотрите-ка, уже все. Вот эту елку, ее, наверное, уже 10 лет собирают. Собак не едят там в доме русской кухни, которые съели Бекетова. А, нет, там нормальную рыбу подают. Такое. Собак никто не ест в ресторанах. Вы что? Собак могут в пирожки напихивать какие-нибудь. Привет, это вы где? Это я в центре. Сейчас вот зашел в дом быта. Это здание строил поляк и его не русский стиль. А, ну возможно, да. Я особо не специалист по архитектуре. В каком году вы закончили 23-ю школу? Я? Ой, давно было это уже. Это было, сейчас вам скажу, в 80-х годах. Так, собак не едят. Там в доме русской кухни. Не. Переехали из Якутска больше 15 лет назад. Многое, конечно, изменилось, но общие очертания вспоминаются. Да, сейчас много новых зданий, строений в городе. Поэтому очень сильно изменился. Раньше ставили натуральные елки, еще, ну, увы, да. Сейчас натуральные. Вот растут у нас натуральные елки, пожалуйста. Почему? Вон, я вам сколько натуральных елок показал. Вот растут. Зайди, купи себе помады и пудру с духами. Не, что-то у меня... Я когда на цену посмотрю, да, в этом Литвале, мне сразу какое-то жадность у меня. Неохота мне. Жалко деньги. Платить по 1000 рублей. Ох, ломбард, золотишко по 2400 примерно, 585 пробы. Подготавливаемся к вам с вами к выходу в открытый космос. Так, все одели. Ну что, на старт, внимание, марш, пошли дальше. Сегодня минус 30 градусов. Морозик сгущаются, обещают. Кстати, в Якутии, вон там, смотрите, вот это здание судебной власти, значит, елки вон видали, да? Вон там елки, пожалуйста. Вон, натуральные елки растут. Зачем? Взяли такую, постояли возле елочки такой, нарядили и все. Вот вам и не надо ничего срубать, садить там. Кстати, сегодня слушал, где там Верхоянск, вот эта группа, район целый без электричества оказался. Ну, наверное, восстановили уже. Так, якутские сувениры, Кудай-баксы, вот магазин. И полно, вот первые этажи все скуплены в этом здании.
магазины находятся. А это что такое? Kids Shop. А, детский магазин, да? А здесь что такое? ТКД. А, это кофе, чай, табак. Вот здесь вот. Кому нужен кофе, чай, табак, вот сюда вот. Кстати, тут бывает чай по распродаже, я иногда захожу. Сырный... Чего? Сырный чего? Не пойму. X-Story. Магазин кальянной индустрии. Ничего себе. Магазин кальянной индустрии. Первый раз я такой слышу. Ух ты, смотрите, здесь сердце и 2 сиденья вот здесь, смотрите. Можно это самое сесть, фотку сделать. Сердце типа любовь, да? Цветы 24 часа. Роза на дом. Цветы и подарки. Магазин, пожалуйста. 24 часа. Цветы в любое время. Можете купить цветы, подарить. Все это, вот эти вот здания, магазины эти находятся напротив. Вот здесь вот здание Русского театра, это задняя сторона улицы Ярославского. А магазин Азбука, они как украсили. Вот здесь эти товары для школы и офиса. Ручки, карандаши, тетрадки. Так, идем дальше. По улице Ярославского. Я, конечно, не один раз по ней ходил, но что, я ходил зимой по ней только в том году, а в этом еще году я не ходил, поэтому как не снять-то для вас? Вот смотрите, вот они это сделали. Как этот туннель называется, светящийся, да? Вот такой вот. Туннель светящийся. Вот с этими гирляндами, лампочками. Заходим и проходим. Почему-то не все гирлянды здесь работают, часть не работает, часть работает. А так, в общем-то, прикольно выглядит все здесь. Вот такие вот лампочки светятся. Вот так вот все здесь. Все вот так вот все выглядит. Так, а это что? Тут когда-то был Сбербанк, а сейчас не поймешь, что. Вон там вывеска Сбера под полиэтиленом, ее закрыли. Сейчас Сбербанк вот на проспекте, отсюда его перенесли с Ярославского. Вот это вот туннель вот этот. Ой, мне кто-то звонит. Так, связь, надеюсь, не прервалась. Стрим у меня не прервался. Ё-моё. Звонки. Надо вообще отдельную симку какую-то для звонков, чтобы вот так вот во время проведения трансляции. Так, а здесь остановка. Здесь остановка. Так, а нам куда идти? А нам выхода нету. Надо вперед идти. Здесь мы не уедем. Вот остановка. Вот она остановка. Ее перенесли, что ли, чуть-чуть сдвинули. Вот такие снега у нас, смотрите. Снега. Автобус подъехал, тройка. Автобус номер 3. Тут еще, по-моему, двойка ходит. Так. И мы сейчас продвигаемся с вами к перекрестку улицы Ярославского и Курашова. А на этом перекрестке там куча всяких разных торговых центров. Там, короче, этажи, и ЦУМ, и Саха-Экспо, короче, куча. Подходим, вот это вот бывшее кафе «Катюша», вот это вот. Вот это бывшее кафе «Катюша», кто знает, кто помнит. Молодежь тут приходила, обычно тусовались, как бы там с выпивкой все это было. А сейчас здесь хачапури. Вот смотрите, ресторан грузинской кухни. Игра
играет грузинская музыка. Вот этот товарищ, это, видать, шеф-повар. Телефон у них здесь есть, указан. Ага. Хачапури. Вот торговые центры, видите, да, все? 5 смотрит, 17 лайков. Большое вам спасибо. Там торговые центры, а мы сейчас вот сюда зайдем. Здесь когда-то был магазин ткани. Магазин ткани, а сейчас здесь не только продуктовый. Какой-то магазин «Антураж». Что здесь продают? Гализелим. Что такое? Вон там елки, кстати, у них что-то есть. И вот это ДНС шоп. Так она называется. Туяра. Туяра. Ну да, магазин ткани. Он, по-моему, ткани назывался, по-моему, или Туяра. Я вот забыл, или ткани назывался. Потом уже Туярой назвали. О, это уже теплее стало, или мне кажется, потому что я привык, начинаешь потихоньку, когда бегаешь по морозу, привыкать. Давайте зайдем, хотя бы в тамбур погреемся. Это вот ДНС, гипер, до 8 часов работает. О, черная пятница, смотрите, люди. Черная пятница во всех магазинах ДНС. 20 ноября по 5 декабря. Здесь закрыто. Так, почитаем комментарии. Хочу купить пианино. Где купить внучку? Пианино? Это магазины. А сейчас, по-моему, вы уже пианино, вот это вот механическое вы, по-моему, не купите. Сейчас электронные пианино. Электронные у нас есть магазины по продаже музыкальных инструментов. У них либо в видео продаются, я тоже видел. Ну и в частности здесь, по-моему, тоже можно клавиатуры какие-то купить. Не знаю, здесь есть, но проще зайти на сайт, допустим, ДНС. У них найти, может, там есть клавиши. Но специализируются на этом, конечно, вот эти фирмы, которые занимаются инструментами. Что у них надо. Там возьмите 2 ГИС, наберите музыкальные инструменты. И он вам покажет. Их несколько есть в городе. Я знаю, на улице Кирова, значит, там, ой, где старый такой старый, сейчас там театр юного зрителя, вот за ним, там в Хрущевке один есть магазин, и второй есть магазин, это по улице, вы слышите меня? Надеюсь, по улице Октябрьская, вот в новом здании, ближе к библиотеке Пушкина, там еще магазин техники, музыкальных инструментов. Черная пятница. Девушка, как распознать товар, который по черной пятнице продается у вас? Оранжевые ценники. Оранжевые, да? Надо их высматривать, да? Давайте посмотрим. Ноутбуки есть с оранжевыми ценниками. Без ноутбука-то сейчас никакой жизни нету. Здесь что-то я оранжевых ценников не вижу. Вот это вот оранжевый ценник. 70, 66 тысяч скидка. Что-то слабенький это ноутбук какой-то. Совсем слабенький. Лет Huawei тоже. 7 тысяч скидка. Или 8 даже. Ну так что-то есть, ага. Но в основном весь товар без скидки. Весь товар без скидки. Оранжевых ценниках я не вижу. Ноутбуки. Ну и где эта черная пятница у них? Чудная распродажа. Да. Ноутбуки. Так, надеюсь, связь не пропадает.
камера, экшн камера, кому интересно. О, беленькая. А, нет, это она просто обернута. GoPro 9. 35 тысяч рублей. Это вообще какие-то смешные цены. Они плохо очень снимают. Такие вот что за 4 тысячи. Не покупать. Вообще отстой полный по качеству. А это вот у нас зеркало, без зеркалочки. Эти, на них тоже можно снимать. Или вот есть камера обычная, типа как камкордер, такой классический. Так, ладненько, идем дальше. А, ты меня позвала, что тебе помогла Черная пятница. Может, на сайте у них надо смотреть, а? Что за черная пятница? Телевизоров сколько? Целая куча. О, кофемашины. Смотрите, давайте кофемашины посмотрим. Кофемашины. 69 тысяч. Написали бы сразу 70 тысяч. Зачем вот этот рубль убирать этот? Ну, 30 тысяч, вот это вот подешевше будет Philips. Кофемашина, я так понял, сюда засыпаешь кофе, вот в эту ячейку, да? Вот здесь дырочка даже есть. Ага, вон там дырочку вы кофе засыпаете, оно перемалывается там. И потом вы чашку подставляете сюда. И вот, пожалуйста, кофе экспрессо. Обычный кофе, двойной. Короче, готовите. Хорошая штука, конечно. Надо брать попроще для дома. Попроще, тоже гейзерного типа. Где тут они? Делонжи. 50 тысяч. 70. Круг 55. 69. Это за фирма? Делонжи. А, вот такая кофемолка с регулировкой степени помола. Делонжи. 4,5 тысячи. Вот она тем отличается от этих обычных, тех, что регулируется степень помола. Где-то у нее там регулятор должен быть. А вот здесь сбоку. Вот он. Медиум, файн, мелкий, а это крупный. Это средний помол. И такая кофемолка, она лучше. Когда вы кофеман какой-то, можете не перемалывать. О, тепловые фишки всякие. Что-то только нету нагреватели разные. Обогреватели. Это этот, как называется, снегоуборочная машина, снегоуборщик 32 тысячи стоит. Вот. Тоже подешевле 21 тысяча. Тоже какое-то тепло, когда вы в холоде, вот такой включили, тепловая пушка называется, и вот у вас там электричество это нагревается спиралью, там теплый воздух такой выходит. Так, тут разные штуковины. Даже топорик продается. Прикольно. Что только сейчас не продают в этом ДНСе? Машины вот эти вот всякие. Ну и где тут оранжевые ценники? Вот это что ли? Да, не богато, конечно. Так, ладненько, давайте с вами выходим уже. Долго у меня как телефон-то работает, а? Я сам удивлен. Так, все. Давайте я почитаю. Что пишите? Нашел таки помаду. Хочу купить пианино. Где улучшку? Ну да, сейчас пианино, наверное, где-то, если вы через Авито, допустим, кто-то продает, может быть, да? Пианино старое. А так-то уже электропианино, электрические, понимаете, да? А такого классического уже, наверное, сложно. Это где-то там, не знаю, надо... Во-первых, его привозить сюда, да, в Якутск, целое дело, да? Потом это все надо, чтобы где-то стояло. И потом, представляете, вот вы в квартире у себя, если живете, вы в многоквартирном доме,
каком-нибудь, да, вот как сейчас строят, где слышимость, отличная слышимость, вы поставили это пианино, да, и кто-нибудь у вас там из детей начал, ну, гаммы разучивать, да, и так, пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Смотрите, какие кучи снега здесь навалены у нас. Ух, какие большие. И вот это самое... Слышимость-то идеальная, это как бы... И вы просто все мозги соседям продолбите этим, значит, вот этими тренировками. Просто, я просто говорю, поэтому проще взять электронное пианино, надеть наушники, допустим, или там громкость можно регулировать, да, сделать не так громко. А на этом пианине, на нем же там струны натянуты, и когда играете вы там тихо не сыграете. Ну, можно как бы не громко, но все равно это сквозь стены эти звуки проходят. И вы, короче, задолбаете своих соседей. Ну, хорошо, если вы там живете, где вы можете поставить это пианино, да? Ой, что-то за жуткое какое-то количество машин здесь. Поэтому, если вы в частном доме живете, допустим, тогда можно вот классическое пианино такое взять, там, как бы. А если вы живете в многоквартирном доме, так как сейчас строят, с идеальной слышимостью, то лучше взять электропианино, честное слово. О, Саха-Экспо. Большой магазин многоэтажный. Там можно гулять полдня. Потом вот здесь вот ЦУМ, тоже многоэтажный магазин. КФС, кстати, вот КФС в этом здании находится. Вот здесь вот. Не, он здесь Саха-Экспо находится. КФС, открыли его там. Долго не могли никак запустить этот КФС. Он где-то с год, наверное. А его уже как бы все, место забили. Все. А люди ходили, когда откроют этот год, где-то не могли открыть. ЦУМ, Якутск. Смотрите. Музыка такая новогодняя тут, кстати, играет. Новогодняя ярмарка идет. Смотрите, кстати, с 1.11 по 16.01. Вот так вот. Куча всяких магазинов. И классная такая музыка, тематическая, рождественская, иностранная играет. Там они, я знаю, за границей, по-моему, не Новый год в основном празднуют, а Рождество. Это у нас, там, значит, Советского Союза принято как бы Новый год отмечать, да, Рождество, как бы это уже более религиозный праздник. Вон там елки какие-то, украшения, смотрите. Так, а здесь, вот в этом проспекте, там Бургер Кинг. Вот если вы проголодались, оригинальный Бургер Кинг. Вот этот самый американский. КФС американский, Бургер Кинг американский. Так, ну что, куда мы, что тут пойдем? Давайте сюда. Так, вот здесь какая-то пекарня, да, здесь можно зайти, взять какую-то выпечку. Выпечка продается. И вот тоже покушать здесь, вон видно. Подростки зашли там и что-то после школы, видать, и что они там делают? Что тут? О, Мадина. Что за женщина? 4-й этаж. Женская одежда. Открыли. Надина. 4-й этаж, пожалуйста. Так. Вот вход в этот проспект. Опять же коврик вот такой шикарный. Здесь постелен. О! Собачка. А что, они кто-то банку какую-то ее поставили с консервами или что? Здесь прямо, смотрите, собака. О, тебе не холодно здесь сидеть, да? Тебе не холодно? Да, смотрит. Прямо на проходе тут люди и собака сидит. Но они вот в таких местах, кто-то чем-то кормил ее, они в таких местах немножко дрожит.
в таких местах они, короче, сидят, где люди ходят, потому что их подкармливают здесь. Вот она чипирована, видно, на ухе у нее этот чип, ну, как это, клеймо. Вот, видно, да? Подкармливают их. Так, давайте зайдем. Ой, вот опять батареи вот эти классные. Можно даже туда дальше не проходить, а здесь погреться. Тут и этот самый обогреватель электрический, и батарея. Если батарея что-то не греет нифига. Тут неудобно стоять, потому что народ заходит. Тут по QR-коду, да, обозначен проход. QR-коды, вон стоят QR-коды свои. А я уже не буду туда заходить. Я чувствую, у меня сейчас батарейка разрядится. Приходите к нам снова. Сейчас мы дальше с вами пойдем. Так, я как тут туда не буду, мне надо туда вот как пошел, так вот ходить. Народу, конечно, здесь тьматнющий. Ой. И за кем-то она побежала, собачка встала и побежала вон туда. Вон. Эти подростки, они чем-то ее приманили. Чем-то приманили, и она за ними пошла. У них, видать, что-то было съедобное в руке. Вот такие вот собаки у нас. Чистосердечные. Вот она пошла. Вон они с рюкзаками идут. Собака ждет, когда ее покормят. Так что у кого пирожки есть, вот эти вот какие-нибудь пирожки есть, можете это самое приносить, кормить, подкармливать их. Вон она дальше идет. Но у меня, к сожалению, нифига нет с собой еды никакой. Вон она ходит, просит покушать. Да, вот такие вот дела. А здесь что у нас? Здесь тоже еда. Шаурма 200 рублей, горячие напитки. Ну как ты его возьмешь и как это самое стоять на улице, кофе пить, я не знаю, конечно. Вот это здание мэрии. Вот оно, здание мэрии. А там кинотеатр центральный. Странно, у меня телефон почему-то не выключается. Видать, это все-таки то, что я захожу в разные здания, у меня согревается. И таким образом вот удается стримить подольше. Здесь московский комплекс торговый. Там продуктовые магазины и товары, продукты, как товары, как одежда продается. А вот здесь вот на улице магазин. Обычно рыбу, мясо продают. Здесь вот продают рыбину. Такую вот рыбину, селедка есть. А карась это чей у вас карась? Китайский. Кобяйский, да? И сколько килограмм? 230. Малахова же кобяйского карася показывала по телевизору. Говорит, самое то, надо брать. Малышева. Малахова, я путаю. О, варежки продаются. Вот я варежки свои потерял. Можно прямо на улице здесь взять. Головные уборы, шапки. Смотрите, прямо на улице продают. Где вы в минус вот 30, минус 40 на улице? Магазин видели, чтобы покупать. Шапки, головные, эти теплые носки, вон, пожалуйста. Сюда можно зайти. Само помещение это маленькое, видать, ага. Вот они здесь, они на улице вывесили. На улице вывесили. Представляете, да?
Так, а я сюда смогу зайти, вот в этот вот кинотеатр центральный. Здесь теплая остановка. Теплая остановка, кинотеатр центральный. Режим работы с 7 до 22 времени. Вот сюда заходят. Можно зайти, погреться. Здесь окно смотровое есть. Окошко. Монитором здесь нету, да? Нет, здесь чего-то вкусняшками. О, жвачка, белочка, семечки. Шоколад. Шоколад, соки. Вот, напитки всякие энергетические. Ну, тут подороже, конечно, у них все это стоит. Так, тут можно погреться, кажется, даже видишь. Тут еще одно окошко есть. Можно смотреть. Окошко. Монитором здесь нет. Он монитором не работает. Не работает ничего. Так, выходим, там он показал. Так, 4. Мне тоже надо, по идее, уже ехать. Я с вами уже настримился. Сейчас телефон у меня все равно разрядится. Надо мне завершать трансляцию. С вами прощаться уже. Сейчас я почитаю, кто что пишет. Чат. Ну да, уже никто ничего не пишет. Новая Москва, какой-то значок. YouTube, да? Спасибо. Ну ладненько, сейчас вот тут немножко вам поснимаю, пока стою, и завершу трансляцию уже. Так, вот здесь видно электронное табло, сколько минут до того, как приедет автобус определенный. 4 через 4 минуты, 1 через 7 минут, 20 через 4 минуты, 8 через 8 минут. Вот. Сейчас время у нас 19 часов 9 минут. 16 через 8 минут, 7 через 17, 25 через 11 минут. Так, а мне на каком поехать тогда? Шестерки. А вот на шестерке я поеду. Через минуту она поедет, я на шестерке поеду. Тогда давайте. Вот вам немножко еще вида. Давайте идем в автовокзал. А тут нету его. Это кинотеатр центральный у нас. Остановка. Кинотеатр центральный. Вот здесь мэрия, пожалуйста. Здесь вот эти торговые центры, куча всяких. Такая вот улица. Сейчас уже поток послабже стал, потому что время уже 8 час. Я с вами прилично гулял-то, честное слово. Прилично гулял. Антон. Да, автовокзал, это там в начале стрима, но я тогда не заходил в автовокзал. Ну там можно поснимать будет тоже, как-то зайти, да? Хотя там как бы стратегические объекты, автовокзалы, вот эти все вокзалы, это там особо съемка не разрешается, да? На таких местах. Ну, таким образом. Да, сейчас вот я уже зайду в автобус и стрим я закончу. У меня потому что уже телефон садится. Такая движуха. Здесь народ на остановке стоит. Вот народ. Только его здесь ходят. Уже поменьше. Школьников много. Многие здесь в центре учатся в школах и ездят где-то далеко. 14-й автобус подъехал. 14-й, это не мой. Затмение не видно нифига. Луна, вон она. Но она, по-моему, какая-то, да. Я не знаю, затмение сегодня, что ли, лунное. Надо будет посмотреть. Но вот как будто бы часть луны только я вижу. Угу. Вон она. Вам, наверное, ничего не видно. Так, сейчас мой автобус подъедет. Поэтому я сяду и уже стрим прекращу.
А пока вам вот морозный Якутск, минус 30, за минус 30 уже температура опускается, ждем морозов. Где-то в Якутии уже температура под 40 градусов, уже холодно. Так, какой это? 17-й, да? 17-й. Я куда на 17-м уеду? Я никуда не уеду на нем. Мне он не нужен. Так. А это какой едет? Шестерка. Вот это шестерка. Ну все, я залажу. Там он битком набит, поэтому я стрим прекращаю. Всем пока.